селе Заланкой Бахчисарайского района проживает около 250 крымско-татарских семей. В селе действует единственная мечеть, которую посещают местные мусульмане. Она была построена 29 лет назад силами неравнодушных людей и местных жителей. Нашей мечети 29 лет, хвала Аллаху, на протяжении 29 лет в этой мечети проходят пятикратные молитвы, пятикратные азаны, пятничные молитвы, байрам-намазы, праздничные мероприятия. Мечеть села Заланкой – большая ценность, к которой местные жители относятся с трепетом и большим вниманием. За 29 лет своего существования здесь еще ни разу не проводились ремонтные работы. Мы хотим сделать просто косметический ремонт внутри, красивый, с определенной концепцией, да, такой вот, скажем, не просто, чтобы это был какой-то Восток, там Азия, мы хотим вот такая, чтобы концепция крымско-татарская была, ну, все-таки она же в Крыму находится, мы крымские татары-мусульмане, если вдруг получится, мы бы поменяли, конечно, крышу, она живая, она стоит, но тем не менее, как бы время ее уже пришло, вот как, ну, ей действительно уже много лет. Вот, внутри хотим поменять и вот ковровое покрытие. Кроме того, из-за отсутствия ифтархане во время священного месяца Рамазан ифтары приходится проводить внутри мечети. Поэтому в планах местных мусульман построить ифтархане. Но своими силами им не справиться, так как сумма для предстоящего ремонта и строительства весьма внушительна. Поэтому мусульмане Заланкоя просят единоверцев помочь им в этом благом деле. Все, что связано с мечетями, да, неважно, кстати, в какой это месяц, все, что связано с мечетями, это всегда благое дело. Тем более сегодня, вот сейчас мы в месяц Рамадан, где благие дела увеличиваются, там, десятикратно, там, тысячекратно, это один Аллах знает, насколько они увеличиваются, потому что это, ну, действительно благой месяц. Мы, жители села Заланкой, да, Холмовка, обращаемся ко всем, ну, крымским татарам, мусульманам, для того, чтобы они оказали нам помощь, если у них есть возможность. Помочь обустроить мечеть села Заланкой можно, перечислив средства по реквизитам.